Приветствую всех телезрителей канала Якутия-24. В эфире программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в очередной раз у талантливого человека в гостях. Мне кажется, все наши герои нашей программы именно такие, к такому числу их можно отнести. Рядом со мной Элина Вензель. Элина у нас мама в декрете, да? Работает дистанционно на нескольких работах, как она призналась, и занимается творчеством. Да. Причем не только каким-то определенным видом, да, а вот несколько. Мы вот сегодня как раз узнаем, чем же занимается Элина. Элина, очень приятно, спасибо за приглашение, спасибо, что согласились на участие в нашей программе. Расскажите, как уже могут увидеть наши телезрители, мы сегодня будем делать что-то из гипса. Да. Да? Расскажите, как началось ваше увлечение этим материалом? Так, с гипсом я подружилась буквально недавно, то есть летом я закупилась молдами, вот силиконовыми формами, и купила первый свой гипс. Много раз пробовала, много раз ошибалась, было много брака, и время от времени занималась этим, и буквально вот недавно, с января месяца, я уже начала их делать под заказ и делать свободные продажи, то есть Зарабатывать, да? Да, мы, кстати, вот сейчас покажем, да, отдельная полочка у вас даже стоит, да, с работами уже готовыми, Да. и вот смотришь на них и не скажешь, что вот человек занимается этим только вот несколько месяцев, да, получается. С лета даже еще год не прошел, да. Скажите, а почему именно гипс вас заинтересовал? Но гипс меня заинтересовал тем, что он не занимает такого большого времени, как, допустим, плетение из бумажной лозы. То есть я вот сижу по уходу с маленьким ребенком, и там невозможно все время сидеть, там что-то делать. Максимально сконцентрироваться. Вот гипс, он удобный, то есть я его сделала, залила, и все по своим делам, хожу по дому, делаю, убираюсь, сижу, занимаюсь ребенком. И потом через какое-то время я вынимаю это изделие, ставлю на полочку, чтобы он высох 2-3 дня. И следующий заливаю. И оно уже готово. Да, да? То есть он максимально легкий, максимально доступный, он экологичный, он гипоаллергенный, то есть без вреда для ребенка. То есть, так. Поэтому он меня заинтересовал. Так то есть меньше занимает времени, меньше возни, да, как говорится. А специально где-то заказываете его? Дорогой он по цене сколько? Нет, материал значительно недорогой, то есть само изделие, которые вот на продаже тоже бюджетные. Да, то вот есть, готовые уже изделия, да? Заказываю я с маркетплейса, с Валбериса, чтобы лишнее там не ходить по магазинам, не искать, то есть сразу заказываю их. Все расходники тоже оттуда заказываю. Вы занимаетесь именно декорированными какими-то вот, да, материалами для декора, для интерьера. Почему именно для интерьера? Почему не посуда там или что-нибудь еще другое? Но сейчас декор интерьера очень стал популярным, можно сказать. Востребован, да? Да, востребованным. И я вот уже почувствовала, что спрос есть. Спрос есть, заказы всегда идут, то есть текучка есть. И думаю, что каждая женщина хочет, чтобы пространство было красивым, эстетичным, чтобы там вложить там, колечко положить и красиво на нее посмотреть. Каждая женщина живет такой эстет, можно сказать. Да, детали, мелочи очень важны. Да, здесь я соглашусь. И сегодня вы нам любезно согласились продемонстрировать что-то, да? Мы будем делать такой вот, да? Я так понимаю. Что нам нужно для начала? Сколько потребуется времени? Для начала нам нужна вода. То есть материалы очень доступные, минимальные. Обычная вода? Обычная вода. Из-под крана? Да. Нужны кухонные весы маленькие. Так, сейчас. Пропорции у них 40% вода и 60% гипс. То есть если мы будем отливать 200 граммов,
то нам нужно... Давайте с запасом 300 сделаем. Если мы будем заливать 300, то нам нужно 120. 120 воды. 120 воды и остальное гипс. Мгм. Гипс Г16, он высокопрочный, скульптурный. То есть 300, это немножко запасом. Мгм. И венчиком, да? Простым обычным кухонным венчиком. Все это замешиваем, чтобы не было комочков. Ага. Ну и сильно, по-моему, комочков и Да, нет, да, ага. особо? Сама структура гипса такая. Ага. Так, какой он консистенции должен быть? Жидкий, Он как этот... как тесто на ладушке, как сливки, наверное. как сливки. Мгм. Мгм. Не сильно густой, не сильно... Не жидкий, да, вот. Мгм. Так. Мгм. И заливаем формочку. Прямо так. Мгм. Прямо вот Всё. полная, да, должна Мгм. быть? Мгм. Формочка у Залилась. нас силиконовая, да? Да. И постукиваем, чтобы убрать пузырьки. Мгм. И после этого что? Ждем? Он застывает примерно минут 30-40, смотря от формы, от сложности Мгм. форм. Но этот где-то 30 минут он застывает. Можно его по истечении времени вынуть из формы. И уже ждем полного высыхания изделия. То есть это примерно 2-3 дня, ну, смотря от сложности формы, да, тоже имеет Ага. значение. Ага. Застывает он при комнатной температуре обычно? Да, застывает он при комнатной температуре. После застывания, полного застывания изделия, я обрабатываю его гидрофобом, чтобы он отталкивал влагу и грязь. И потом обрабатываю последний этап, это обработка лаком. Акриловый, обычно акриловый лак. Ага. Мгм. То есть поэтому они могут быть цветными? Нет, Или- Ага. краску можно добавить во время замешивания. Если он жидкий пигмент, это обычные колеры, которые продаются в обычном строительном магазине, или порошковые есть еще. Я их тоже заказывала, но пока еще не научилась с порошковыми, они посложнее. То есть не всегда попадаются качественные материалы, все равно есть какие-то нюансы. Поэтому сейчас я пользуюсь жидкими колерами. Которые прошли проверку вашу. Да. Ага. Ага. Но вы говорили, что летом начали заниматься, да? И методом проб, ошибок каких-то, да? Вот что не получалось, с какими проблемами можно столкнуться при начале работы, да, с гипсом? В основном это подбор материала. То есть гипс, который я заказываю, я заказывала с разных производителей, и он не всегда хорошего качества попадался. Вот те же самые пигменты я заказывала, тоже не очень были, поэтому я много раз пробовала, то есть методом проб и ошибок. Ага. И вот лак тоже, с лаком тоже были проблемы, то есть он отклеивался, когда я его наносила, а после нанесения он отклеивался, поэтому тоже у определенного поставщика я заказываю, то есть тоже подбор материала в основном идет. Ага, ну и пока у нас застывает гипс, да, работы, надеюсь, мы дождемся этого, да, можем поговорить о ваших других увлечениях, да, как мы уже говорили в начале нашей программы. Гипс — это не первое ваше такое, да, творческое занятие. Вы изначально с детства творческим человеком себя считаете? Да, я вот со школы еще любила рисовать. Я даже ходила в кружок по макраме. Вот у меня здесь На стене мы можем, да, ага. увидеть красоту. Да. В то время я еще не знала, что сейчас, когда повзрослею, он мне пригодится в декоре. Интересно, детали. что руки не забыли.
когда я плела свой первый макраме, я думала, может, я забыла там, но руки помнят, оказывается. Да, руки помнят. Да. Все. Или Глаза учитель боятся, руки делают. Да, или учитель был хороший, преподаватель. Так, а потом я, когда сидела на первом своем декрете со старшим сыном, я занималась сутажными украшениями ручной работы. То есть я их делала тоже под заказ. а, И тоже спрос был достаточно хороший. Но там минус один, что там нужно сидеть всю ночь. Ну, То есть на ребенка не остается времени, и поэтому днем ты сидишь с ребенком, а ночью ты шьешь, можно сказать. Получается, вообще не высыпаешься, Ага, устаешь, да. да? Мгм. Ага. И благополучно закинули это дело. Да, и мода все время меняется, Да. поэтому сейчас я думаю, что в основном в моде минимализм, мода больше на декор, на домашний декор. И как-то вот в ногу со временем, можно сказать. Ну вот с гипсом вы, видимо, угадали, да? Да, В этом плане. да, я думаю, что я угадала и в плане того, что, как я говорила, не занимает много времени, и в плане того, что спрос есть. То есть заказы все равно идут. Сначала я продавала для своих подруг, знакомых, сейчас Ну, уже... как обычно это бывает, Да. да? Среди окружения, а потом А уже потом уже, да. подруги подруг, потом знакомые знакомых Да. узнают, да? Да. И вот можно сказать, что я развиваюсь у себя на глазах. Здорово. Ну, мы видим еще корзинки у вас стоят очаровательные. Тоже ваших рук дело. Да, плетением я занялась тоже в прошлом году, но он достаточно трудоемкий процесс, Процесс, да. Ага. Потому что им нужно сидеть, крутить трубки тоже всю ночь. Нужно их крутить, потом То есть прям вот так. вот так Вот- на спицу. вот так, Ага. Бумагу заказываю специальную, Монди. И так, он один день крутится, потом второй день он красится морилкой, потом он сохнет, и потом он его обрабатывает лаком, потом на следующий день его увлажняют. То есть для изготовления трубочек требуется неделя. Ага. Несколько этапов прям, Да. да? Ага. Требуется неделя, потом уже само плетение идет уже. И еще я вот недавно начала увлекаться мылой. То есть это мыло ручной работы. Они тоже заливаются в формы. Тоже очень интересный процесс, тоже быстрый. Быстрый. Да, просто их растапливаешь в микроволновке, заливаешь краски, ароматизаторы и заливаешь формы. И все, он стоит, застывает. Тоже быстрый тоже процесс. Илина перепробовала такие сложные технологии и пришла к выводу, что чем проще, да, тем быстрее, да. Ну и тем более с ребенком, да? Да, тем более с С ребенком. маленьким. И тем более я работаю. В первой половине дня я бюджетник. Так. Вечером я становлюсь уже творческим человеком, можно сказать. Я пока работаю удаленно на 2 работах. Бюджетная работа все равно нужна. Я думаю, что все равно стабильность, чтобы стабильно выплачивать по кредитам, по коммунальным платежам, все равно это необходимо. И вот моя отдушина — это, конечно же, гипсовые изделия. А еще чем занимались или, может быть, планируете в дальнейшем? Есть какие-то планы? Планы... В планах расширяться, конечно же, открыть свою мастерскую — это прям моя мечта. Здорово, да. Чтобы проводить мастер-классы. По гипсу? Да, и не только по гипсу. Я хочу довести до идеала плетения по бумажной лозе. И эпоксидная смола тоже вот я занималась. И хочу проводить мастер-классы, хочу и расширить свое производство. И вот, ну такая у меня мечта. Здорово. Ну, я думаю, это все вполне реально. Да, вполне реально. Главное, чтобы ребенок пошел в садик.
Так, ждем очереди, да? Да, ждем очереди. Елена, ну мы заметили, что у вас в квартире достаточно много зелени, да, вот в тех же самых ваших сделанными вашими руками корзинках тоже листочки, да, зеленые. Как давно увлеклись, и стоим мы тоже у стены, которую вы сами нарисовали. Да. Мгм. Ну, растениями я увлеклась тоже недавно. С прошлого года я собираю редкие сорта растений, в основном ароидные растения. Покупаю их не в очень хорошем состоянии, и даже вот Мгм. оборудовала себе витрину, и там их как Реанимируете, да? Ага, и Ага. потом буду отдельно украшать свой дом тоже. Все равно зелень это глоток Свежести, да? да, и тоже там Ага. эстетика, и как элемент декора он прекрасно смотрится. И Мгм. даже вот разрисовала себе стену. Вдохновились, наверное, да? Вдохновилась, да, ага. Ага. Моя любимая монстырка. Мгм. И, Ну вот как подтверждение, талантливый человек все-таки талантлив во всем, да? Так, ну что, мы выждали практически полчаса, да, погуляли по квартире Элины, познакомились с ее собачкой замечательной, кстати, породы Сиба Ину. Сиба Ину, Акико, замечательная, спокойная, вся в хозяйку, ни разу нас не укусила. И, наконец-таки, наша работа уже, можно сказать, застыла, да? Да. Ага, это дело, наверное, вам все-таки, потому что Так, сейчас будем Мгм. снимать. аккуратненько, да? Мгм. Вынимаем из силиконовой формы. Чтобы не поцарапать тоже. Ага. Все. Ух ты! Ну вот, видите, какая красота у нас готова буквально за полчаса, да? Да. Мгм. Мгм. Ну и потом должно, как вы сказали, пройти 2 дня, Мгм. да? Мгм. До окончательной сушки, да? Сушки Мгм. и потом уже обработка лаком. Потом обработка лаком, примерно вот так, Да. да, Мгм. выглядит. Ну и все, и можете смело составить конкуренцию Элине. Да. Да. Все? Мгм. Ну что, на этом, ну, прежде чем попрощаться, да, Элина, что бы вы хотели пожелать, может быть, нашим телезрителям, те, кто еще не решился, может быть, на какое-то свое, да, открытие, занятие каким-либо творчеством, чтобы вы посоветовали лично от себя? Я всем желаю искать, не бояться и пробовать. Пробовать что-то новое, Да. да. Искать себя. Спасибо вам огромное, Элина. Я думаю, что мы с вами еще не раз увидимся. Думаю, что это будет уже в вашей мастерской. Обязательно желаю, чтобы эта мечта ваша поскорее исполнилась. До встречи, творчества вам, вдохновения. Спасибо. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся в следующих выпусках где-нибудь еще.